Уйгурский депутат парламента Японии Арфия Эри была названа журналом Time одной из 100 человек, которые возглавят следующее поколение во всем мире. В список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time входят руководители крупных корпораций, руководители глобальных благотворительных организаций, главы государств и актеры. Арфия Эри, уйгурка по происхождению, родилась в Японии, получила образование в Джорджтаунском университете, а затем работала в Организации Объединенных Наций. В апреле этого года Эри была избрана депутатом Сейма Палаты представителей Японии как член Либерально-демократической партии от региона Тиба недалеко от Токио. 34-летняя Арфия Эри говорит на английском, китайском, узбекском, турецком, уйгурском, арабском и японских языках. Правительство Великобритании заявило 14 сентября 2023 года, что китайские шпионы нацелились на британских чиновников, занимающих значимые посты в политике, обороне и бизнесе в рамках все более изощренной шпионской операции по получению доступа к секретной информации. Отвечая на парламентский доклад в июле, в котором говорилось, что подход правительства к угрозе, исходящей от Китая, был неадекватным, правительство подчеркнуло продуктивное измерение китайского шпионажа. В заявлении также говорится, китайские программы вербовки стремились охотиться на британских и союзных граждан, обладающих чувствительными знаниями и опытом на ключевых должностях. В Китае продолжающиеся долговые проблемы в секторе недвижимости и стагнация цен на жилье продолжаются параллельно со снижением инвестиций. Согласно индексу цен на жилье, опубликованному Управлением национальной статистики, цены на новое жилье выросли в августе по сравнению с предыдущим месяцем в 17 из 70 крупных и средних городов страны, но остались стабильными или снизились. В Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Синьцзяне, 4 самых густонаселенных городах страны, которые называют городами первого поколения, цены на новое жилье упали на 0,2% в месячном исчислении в августе. Таким образом, цены не росли в этих городах в июне и июле, а затем и в августе. Вице-адмирал Альберто Карлос, командующий Западным районом вооруженных сил Филиппин, выразил обеспокоенность из-за увеличения числа китайских кораблей, консолидированных в Южно-Китайском море. Карлос отметил, что по состоянию на 16 сентября около 40 принадлежащих Китаю рыболовных судов были замечены в исключительной экономической зоне страны в Южно-Китайском море, которую он называет Западно-Филиппинским морем, и это число выше, чем за последние несколько недель. Премьер Госсовета КНР Ли Чан заявил, что хочет и дальше развивать двусторонние отношения с Вьетнамом и Индонезией, которые недавно подняли свои отношения с США на новый уровень. Ли Чан встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Minh Thiном и вице-президентом Индонезии Маруфом Амином, которые приехали для участия в выставке Китай-АСЕАН на Нине. В своем заявлении для прессы Ли подчеркнул, что они стремятся вывести двусторонние отношения с Вьетнамом и Индонезией на новый уровень. Сообщается, что министр обороны Китая Ли Шанфу, который не появлялся на публике более 2 недель, находится под следствием. Согласно сообщению Reuters, основанному на сообщении регионального сотрудника службы безопасности и показаниях 3 человек, которые находились в непосредственном контакте с китайскими военными. Расследование в отношении Ли Шанфу якобы связано с закупкой военной техники. По словам 2 человек, находящихся в непосредственном контакте с военными, 8 высокопоставленных чиновников из отдела закупок китайских военных, которыми Ли Шанфу руководил с 2017 по 2022 год, также находятся под следствием.